В целях контроля и координации деятельности службы судебных исполнителей за 2024 год сотрудниками Министерства юстиции изучено 138 дел исполнительных производств, из которых по 42 даны указания. Из почти 4,5 тысяч дел исполнительных производств, находящихся на рассмотрении в отчетный период, прекращено и окончено по различным основаниям 1553 дела на общую сумму около 1 миллиарда 28 миллионов рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года больше на 744 миллиона. Это составляет положительную динамику роста исполнения по различным основаниям в денежном эквиваленте в виде 258%. Итак, прекращено 60 дел на сумму 187 миллионов 396 тысяч 191 рубль, из которых по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 44 Закона Республики Абхазия об исполнительном производстве 3 дела, то есть в связи со смертью сторон, взыскателя или должника, на сумму 188 867 рублей. По основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 44 Закона об исполнительном производстве 2 дела, то есть в связи с отменой судом исполнительного документа, на сумму 1 миллион 914 тысяч 896 рублей. По основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 44 Закона об исполнительном производстве 10 дел, то есть в связи с заключением мирового соглашения между сторонами, на сумму 1 миллион 712 тысяч 13 рублей. Общая взысканная сумма в результате применения мер принудительного исполнения за отчетный период составила 194 миллиона 486 тысяч рублей, из которых в пользу граждан и организаций взыскано 67 миллионов 434 тысячи, в бюджет Республики Абхазия 127 миллионов. Садминистрированная судоисполнителями сумма в виде исполнительного сбора и административных штрафов, вынесенных и взысканных должностными лицами службы, составляет 1 миллион 47 тысяч рублей. За 2024 год Министерство по налогам и сборам направило в службу судебных исполнителей 44 материала, из них по юридическим лицам 26 и 18 по индивидуальным предпринимателям. Конечно, это значительно меньше, чем в предыдущих годах, но прежде всего это обусловлено и тем, что взыскание проблемной задолженности через ваше ведомство, используя механизмы принудительного взыскания, дисциплинирует налогоплательщика. Таким образом, взаимодействие налоговых органов и службы судебных исполнителей имеет существенное значение для обеспечения соблюдения налогового законодательства и повышения собираемости налогов. Начальник госавтоинспекции рассказал о взаимодействии ГАИ и МВД Республики со службой судебных исполнителей. С 2019 года мы получаем постановление по запрету регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих должникам, а также постановление о временном ограничении на право управления транспортным средством. Это позволяет эффективно выявлять таких граждан и обращаться в службу судебных исполнителей, чтобы они исполняли требования исполнительных документов. В отчетном заседании службы судебных исполнителей Министерства юстиции приняли участие исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба и председатель Государственного комитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава. Работа ведется достаточно активно, успешно. Мы это наблюдаем и по поступлениям в доходную часть бюджета. Но, как мы говорим, доходы государства, которые формируются за счет штрафов, это не лучший показатель, но тем не менее дает возможность тем юридическим и физическим лицам, которые уплачивают штрафы, не повторять эти нарушения, а другим вообще не прибегать к таким в принципе. Поэтому еще раз вернусь к докладам, которые сегодня были озвучены. Очень содержательно, емко, понятно, это очень важно. Конечно, в своей части будем поддерживать вас. Призвано именно прививать эту правовую культуру нашим гражданам, нашим организациям. И трудно переоценить значение вашего труда, чтобы вы понимали. В результате ротации в 3 из 4 отделов Центрального аппарата службы судебных исполнителей назначены новые руководители. Из 3 начальников, охватывающих все районы, в территориальных отделениях заменены 2.
Также обращаю ваше внимание на необходимость сосредоточения усилий над повышением уровня доверия со стороны граждан, юридических лиц и иных организаций к принудительному органу, в связи с чем необходимо направить все возможные усилия на увеличение числа исполнительных документов, требования которых должны быть исполнены в полном объеме. Не менее приоритетной задачей была и остается необходимость эффективного и своевременного исполнения требований исполнительных документов по взысканию денежных средств, подлежащих перечислению в бюджет Республики Абхазия, а также исполнение производств по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Большое внимание в Минюсте уделяется кадровым вопросам. В 2024 году оптимизирована структура штатной численности как центрального аппарата, так и территориальных подразделений службы исполнителей Министерства юстиции. Гугут Савардания, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.